Здравствуйте! Это программа «Сокровища нации» и я, ее ведущая Рукайт Дасхоева. Говорят, славу любому народу создает не сколько его история, сколько культура. Иными словами, хочешь узнать национальный характер ингушей, сходи один раз в Ингушский драмтеатр. Именно в этих стенах творцы культуры передают характер самого народа. Давайте откроем дверь в сокровищницу. Культурное наследие ингушского народа получило мощный импульс к возрождению и развитию после восстановления ингушской государственности. До провозглашения республики на территории Ингушетии не было иных учреждений культуры, кроме сельских клубов. Становление национального драматического театрального искусства началось в Ингушетии в 20-е годы прошлого века. Оно связано с именем великого русского писателя Михаила Булгакова, который в 1921 году совместно с классиком ингушской литературы Абдулгамидом Гойговым написал пьесу «Сыновья Муллы». Эта пьеса имела неизменный успех на сцене ингушского самодеятельного театра во Владикавказе. В конце 20-х годов возник драматический кружок при Ингушском педучилище. В то время в его стенах учились известный патриарх ингушской литературы Идрис Базоркин, поэт и писатель Хамзат Асмиев, Хаджбекар Муталиев, Ибрагим Аздоев, Багаудин Зязиков. В декабре 1931 году на первой Северокавказской олимпиаде искусств горских народов в городе Ростове-на-Дону ингушская театральная студия с постановкой пьесы Арцхо и Дашлако Мальсаговых «Перелом» заняла первое место. Именно ее можно считать отправным шагом в становлении ингушского профессионального театра. В 1973 году при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии была создана ингушская студия, руководителем которой стали народный артист СССР профессор Василий Васильевич Меркурьев и его супруга Ирина Мейерхольд. Через 5 лет труппа, подготовленная этими замечательными мастерами, влилась в драматический театр имени Ханпаши Нурыдилова. Через 3 года должен стать государственным национальным театром республики. Ингушский театр впервые организовывается в Грозном. Для ребят, которые учились в Ленинграде, далеко от дома, Василий Васильевич и Ирина все были подобны отцу и матери. Знали бы они о том, что будет с городом Грозным, что ни одному театру не пригодится дивная красота Тамары Индиевой, что зрители не увидят органичной темпераментной игры Мурата Тхостова, что много лет зимой в одном и том же легком пальтишке будет мерзнуть Руслан Наурбиев, единственный, кому в профессии немного повезет. Это был 1973 год, как раз мы закончили 10 классов, и была возможность поступить, приехали, нам дали места в ГИТМИКе, Ленинградском институте. Класс Василия Васильевича Меркурьева, народный артист СССР, профессор. Приехали педагоги вначале сюда, в Назрань, и по школам ездили, был в семье Мамилов, такой Сулумбек, вы, наверное, знаете, да? Тоже, будучи, он заканчивал этот же вуз, наш кинорежиссер Ингуш. Он приезжал по школам, набирали как раз в эту студию студентов. И вот мы на этих, как говорится, отборочных турах познакомились с Русланом Наурбиевым. Был замечательный, был большой наш учитель, большой человек. Мы его боготворим, мы его помним. Мы никогда в жизни не позволим себе сказать в адрес этого человека только самые слова глубокого уважения народному артисту Советского Союза, лауреату Ленинской и государственной премии Советского Союза Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Силовна Мейерхольд. Они были и педагогами, они были супругами, они были бы нашими театральными папами и мамами. То есть, по существу, из выпускников они сделали первый ингушский театр. Учеба была очень интересна, но, правда, очень сложно было. Первые 2 курса — это большие нагрузки были, физические. Это было сцена движения, ритмика, танец. Потом у нас, я говорю, у нас только единственный в Советском Союзе тогда, в ВУЗе, в театральном ВУЗе, мы проходили Мейерхольдовскую биомеханика, был такой предмет был. Биожизнь, механика передвижения тела в пространстве.
Героическая драма Саида Чахкиева «Когда гибнут сыновья» стала для выпускников Альгитмик первой постановкой, которой они заявили о себе на родине. Уже тогда на театральной афише появились новые имена: Хаджибекар Булгучев, Айшат Кадзоева, Мурат Тхостов, Люба Исмурзиева, Руслан Наурбиев, Ибрагим Беков, Тамара Яндиева, Иса Чахкиев и многие другие актеры. Приехали, первая постановка у нас была. Это первая постановка, это 78 год, осень там. Ставили вот этот Саида Чахкиева, пьеса такая была, «Когда гибнут сыновья», про военные темы. Вот это наш был первый спектакль, где мы все играли. Очень хорошие педагоги были. Ну, наши мастера курса, мастер курса Василий Васильевич Меркурьев, народный артист, профессор. Жена его, старший преподаватель, она дочь известного Всеволода Мейерхольда, Ирина Всеволодовна. Значит, по сценической речи у нас был Игорь Ефимович Жилин, очень хороший человек, хороший. И вообще нам на педагогов везло. Василий Васильевич Меркурьев, мы помним этого человека и надеялись на него. Он сказал замечательные слова. Любимец Ленинграда. Тогда это город был Ленинград, и он гордился своей ингушской студией. Вот самое интересное было то, что он гордился, что у него есть национальная студия. Мы были его последние ученики. Первыми учениками у него были казахская студия, а мы были последними. И вот эта последняя любовь, наверное, самая страстная, самая ревностная была. И нас было очень много ингушей. Никого не позволил, чтобы нас кто-то мог позволить себе в Ленинграде обидеть. Хотя кто нас мог обидеть, когда за 1,80 м половина студии сами кого могли обидеть. А Василий Васильевич гордился, а особенно Ирина Всеволодовна Мейерхольд. Я вернусь в Грозный, я поеду к ингушам, сказал Василий Васильевич Меркурьев. Русскому народу я сделал все, что мог. В этот год я вместе со своими учениками поеду в Грозный и создам свой ингушский театр. Это была его мечта. И мы, конечно, считали себя великими артистами, потому что рядышком с ним ты уже был великим человеком, потому что это гора мастерства, это гора любви петербуржцев. Если вы видели, как его любят ленинградцы, как мы его любили. И на последнем курсе, когда мы заканчивали, Василий Васильевич скончался, это для нас был большим ударом. С образованием республики для ингушского театра наступили новые времена. Репертуар стал пополняться спектаклями, поставленными совместно с немецкими и с грузинскими режиссерами. Я познакомился с театром тогда, когда приехали первые наши выпускники Ленинградского театра, Ленинградского института театрального, такие как актеры Наурбиев, Руслан, Беков, Тамара Яндиева и другие актеры. Сейчас, если перечислять, их очень много было тогда. Актеры ингушского театра востребованы. Они активно снимаются в художественных и телевизионных фильмах. В 80-м году был набор в Тбилисскую театральную студию. Набирали, и я поступил и поехал учиться в Грузию, в театральный институт Шута Руставели. Вот, тогда нас было 14 человек, 4 девушки и 10 парней. В 1984 году мы окончили театральный институт Тбилисский и приехали работать в Ингушский госдрамтеатр Хампаша Нуродилов. Влились наш коллектив тогда и привезли туда спектакль, дипломный такой спектакль был «Ханума». Студенческая такая работа была наша. Мы приехали и катали его по всем колхозам, тогда были совхозы, вот, выступали по Ингушетии. Вот. Тискиев Магомед был режиссером, в одно время работал режиссер и как актер, играющий режиссер, так можно сказать. И были постановки при мне до поступления в институт. Я помню, когда он ставил спектакль «Мой мальчик» Саида Чахкиева. Меня очень сильно заинтересовало это. А пошел я туда работать не потому, что очень так влюбленно был в театр, а потому что искусство мне само по себе в общем нравилось. Я любил рисовать.
играть на всяких инструментах, гитара, балалайка, гармошка. Нравилось мне это дело. А кем я стану, кем я буду, только тогда и почувствовал просто, что это, наверное, мое. Яркая фактура, актерское мастерство, темперамент, колоритная речь создают достоверные образы, подкупающие своей выразительностью и органичностью. И, конечно, отечественная кинокритика не остается равнодушной к образам, воссозданным на сцене и на экране народными артистами Русланом Наурбиевым, Ибрагимом Бековым, Тамарой Яндиевой. ومرحت ولا جاكسين بيدار بيم ترى البال لا ازاي او بيدم دي صدقه خالص صدقه خالص أزدا بوه بعند الرجل ذي من يا ودنا الوتابسة عند العسيم شعر خد صدوح لا مش صوت السراغ السلخيات سون صوت خيتك الودي خلاص كيف الان يا غريب يترك هكذا لا يا حبك المحل في زي Народный любимец, актер театра и кино Султан Гайсанов тогда в свои 20 лет был в том же составе. Сегодня он народный артист Ингушетии и любимец тысячи зрителей. С огромной радостью вспоминает те годы, когда они были одной командой из Ингушетии и дарили зрителю свое мастерство. Студенческие работы у нас, этюды были, там же поэтапно идет. Это общение человека с предметом, это без слов. Потом общение с человеком. Потом уже переходит к отрывкам спектаклей или пьес, да, к отрывкам. А потом уже у нас ставили уже к 4-му, 5-му курсу, у нас уже дипломные спектакли уже были у нас. Это мы ставили «Слуга двух господ» Гальдони, а потом Шекспира, «12-я ночь», где Руслан успешно играл Мальволио. Если видели фильм, наверное, да? «12-ю ночь» не смотрели Шекспира? Старый фильм, там играет как раз наш профессор, Мальволио он играет, Дворецкого. А вот Руслан играл, мы ставили этот же спектакль, который был фильм, у нас ставился спектакль. И Руслан играл этого Мальволио, Наурби, Руслан, и очень успешно. Среди творцов культуры известные имена: народные артисты Республики Ингушетия Айшат Кадзоева, Рая Дзейтова, Магомед Башир Костоев, Махмуд Нальгиев, заслуженные артисты Хаджибекар Бугучев, Эсет Сусуркиева, Муртаз Азиев, Ахмед Евлоев, Зульфия Кукурхоева, Зарета Дашхаклоева, Марина Сакалова, Адам Бузуртанов, Лилия Барахоева, Ваха Хазиев. يا خوش تيغور يغور ده لاتس تيغور شيء ده ملا يا عم بين نجر ها بين نجر صديق يا ذكر مسنان يزر نجز بسافش موسى ارياش كتو يارلي حس فكتوا يا موت ويتسي حوزرز اريالي حالات جوش ده هنو سوندك يا يول كوستيم خشيسكي اسمن ها تسيو علي سوالي اسمن بيجام ضربة زبوات فرسوش نجي نجي يلا موسى حول Народная артистка Ингушетии Рая Дзейтова на протяжении своей творческой карьеры предана театру. Знаете, честно говоря, я не думала, вот когда у нас был зауч школы, интеллектуально очень развитый человек был Кадзоев Шамсудин Асламбекович. Я и по сегодняшний день, и наш класс ему благодарны. Он на многое нам открыл глаза. И с моего класса 3 ребят поступили в театральный, в том числе как бы и я. Благодаря ему он привил любовь к этому театру, привел нас в театр. И для меня, вот, честно говоря, вот до замужества, до рождения ребенка, я считала, что я не мыслю без театра себя. Потом чуть-чуть бывает такое, что и туда надо отдать себя чуточку, так и семье надо отдать чуточку. И так получилось, что все-таки благодаря, может быть, и мужу, благодаря и моей семье, и ихней семье, так получилось, что мне никто, вот вроде и старики у нас, да, никто препятствовать не стал моей работе. Наоборот, они меня поддерживали, приходили, смотрели, им это нравилось. Сегодня я сейчас в данное время ставлю 2 новые постановки. Муча Ваймар, одна называется, вторая Дуакадул Дак.
В общем, современные две комедии, небольшие две комедии, вот в данный момент, потому что, ну, почему небольшие, можно сказать, потому что у нас нет такой огромной большой сцены, и поэтому в тех условиях, в которых мы находимся, здесь большие, как говорится, постановки не сделаешь, и шедевры тоже нет. Мы всегда говорим о том, что на каком уровне должен быть спектакль, почему мы не создаем грандиозные постановки, можем мы это сделать или не можем, мы можем это сделать. И недавно мы доказали, что мы можем большие, огромные постановки, сильные постановки, такие вот как «Падение Джанхота», наш художественный руководитель Иса Чахкиев поставил этот спектакль по Саиду Чахкиеву, написал. И вот юг Кавказа, можно так сказать, мы единственные, которые участие приняли в Москве на фестивале «Золотая маска». Вот. Это уже о чем-то говорит, наверное. Да? Мы можем ставить, мы можем работать, мы можем делать полноценные большие постановки. Сегодня Ингушский драматический театр имени Идриса Базоркина активно работает и продолжает дарить свет искусства своему зрителю, несмотря ни на какие трудности. Этот что ли? Что ли вы? Что у него болит? У него кот болит. Как вы видите, сейчас идет спектакль «Поспешное замужество». Мы пройдем за кулисы и узнаем немного, что происходит там. Здесь не каждому удается побывать, только тихо. Давайте посмотрим, что происходит там на сцене. مش تايب ودليل زاربل شيء نحكي شتون دي دت. Ну где еще можно встретить актера? Если не на сцене, то, конечно, в перерыве между антрактами. А вот и он, гениальный исполнитель всевозможных ролей, народный артист Муса Чахкиев. Отдыхаем, то есть набираемся энергии, понимаете? Набираемся энергии, надо вздохнуть и на одном дыхании выложиться по полной программе. Ну скажите, Муса, у этого спектакля все-таки счастливый конец? Да. Чем завершается? В конце-то концов она его охомутила. Одним словом, хочет он этого или нет. Одним словом, он женится. Одним словом, на ней. Ну, конец шикарно. Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы наши старики посмотрели бы этот спектакль. Кое-что там очень хорошее для них написано. Ну, очень такое, как сказать, глубокий, с глубоким таким смыслом. Да. Но надо понимать этот спектакль и с одной стороны, и с другой стороны. Там какой-то своеобразный подтекст идет. В чем сюжет этого? Сюжет это, ну, понимаете, дело в том, одна любит одного, короче, другая любит его, ну, как всегда, треугольник своеобразный. И в конце концов, выходит та замуж, которая его любит, но не он ее. Такой каламбур. Да. Одним словом, счастливый конец для женской половины. Не знаю. Рад ли этому жениться? Да, рад ли этому жениться. Вы знаете, я вам скажу, правильно пел Вицин. Меня засосала опасная трясина. Жизнь моя вечная игра. Вот так вот. Художественный руководитель Иса Чахкиев создал в своем театре уют и тепло. Здесь, в храме искусства, царит атмосфера добра, волшебства и духовного единения. Несмотря на то, что репетиции и постановки проходят в стесненных условиях, театр продолжает жить и развиваться, ведь настоящему искусству ничто не может помешать. Учительствовать было очень трудно в те годы. И они умницы, они увидели в ближайших своих учителях школу жизни уже в работе в театре. А сегодня они уже для меня знаменитость. Сегодня уже вот мы гордимся тем, что наш театр, вот благодаря этим актерам, стали участниками Московского фестиваля лучших
профессиональных театров в России. Только Ингушский театр. Я это 1000 раз буду говорить. Не потому, что мне хочется похвастаться, я просто хочу похвастаться. Вот. Но это в пример всем театрам, да. Пусть также выступят Кабардино-Балкария, академические северо-осетинские театры. Они же академические, но почему-то на золотой маске никого не было. А наши дети, для меня не всегда будут детьми, потому что, ну что, я их взял, как это, вместе прошли путь 92-го года, уже 22 года. Они стали для меня очень знаменитыми, для всей республики знаменитыми людьми. И да, а для меня это гордость, потому что они не заканчивали ленинградский театральный или московский. Хотя ученики тоже в нашем театре работают, выпускники грузинской театральной школы, московской, Щукинского училища, Ленинградский театральный институт и наши выпускники. Краснодарцы нас поддержали очень сильно выпускаем. Это все мы набирали на базе театра. Я горжусь, что я мог набирать эти все курсы, старался, умолял, просил. И другие театры рекомендую брать студиями. Кто-то боится брать студии. И мы понимаем, почему они тоже боятся. Потому что группа людей, которая может приехать, может захватить театральную власть. Это мы так между собой решаем, поэтому они боятся. Первая плеяда актеров давно сменилась на новую. Но и те, кто стоял у истоков, всегда рядом. Они наставляют молодое поколение артистов и передают им свой опыт. Об успехе постановки можно судить по тому, насколько зал заполнен зрителями. Вот и сегодня, в обычный будний день, здесь не осталось свободного места. В завершении сегодняшней истории мы попросили зрителей, маленьких ценителей театрального искусства, поделиться с нами своими впечатлениями. Да, мне очень понравился ваш спектакль. Актеры очень красиво играли роль, и мне очень понравилось, как они играли, как они выступали и как они работали. Мы сюда пришли посмотреть спектакль, конечно, нам очень понравилось. Эмоции были реально такие высокие, что, естественно, всем понравилось. Большое спасибо всем директорам, организаторам и, естественно, нашим учителям, которые все организовали, сюда нас привели. Большое спасибо, нам очень реально понравилось. Было очень интересно, мы все смеялись, радовались, смотря спектакль. Нам очень понравилось. Спасибо. А еще придете посмотреть? Да, конечно. Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы вкладывать в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь. Константин Сергеевич Станиславский.